Чем мне может быть полезен этот инструмент, помимо отслеживания результатов SEO-оптимизации? Ну, на самом деле, отслеживание позиций по поисковым запросам – это очень важный и нужный инструмент при работе с продвижением товара, при работе с продвижением товара в поисковой выдаче в том числе. Нам еще до запуска товара на самом деле важно и нужно понимать не что ищет покупатель, а как он ищет наш товар. Да, то есть каким образом он приходит, что он вбивает в поисковую выдачу и какой у него вообще путь до совершения той самой покупки. И этот инструмент может нам помочь определить это уже постфактум, да, то есть мы запустили товар, у нас есть какой-то контент, у нас есть какое-то количество остатков, какая-то цена, мы сделали SEO-оптимизацию, то есть показали товар по наибольшему релевантному количеству запросов, и теперь мы с помощью этого инструмента можем понять, по каким запросам покупатель реагирует лучше всего, да, то есть какие запросы отвечают лучше всего на то, что он вбил в поисковик. Это можно увидеть при помощи мониторинга. Чем выше наши позиции по поисковым запросам, чем лучше динамика этих позиций по поисковым запросам, тем запрос более релевантен нашей карточке. Что я имею в виду? Обратите внимание, по некоторым запросам, которые добавились после оптимизации, позиция активно растет. Да, например, смотрите, запрос топ-бюстгальтер. По этому запросу не было позиции длительное время, потом появилась позиция 401, и с каждым днем практически она улучшается, она увеличивается. Вот 25 числа позиция вообще 40, да, то есть товар в топ-50 попал. Такая же история у нас, сейчас найдем какой-нибудь запрос, вот, например, бра спортивный. Да, то есть здесь неделю подключался этот запрос, получил позицию в топ-500, сейчас получил позицию практически в топ-50. Просто так это не происходит. Это происходит только тогда, когда наш товар сравнивается с другими товарами внутри этого поискового запроса, и по многим показателям он становится лучше этих товаров. Да, и, соответственно, он продвигается в выдаче. Что это за показатели? Ну, это вот так называемое вертикальное продвижение. То есть количество выручки, конверсия в заказ, конверсия в клик на карточку, какое время покупатель проводит на этой карточке, какая оборачиваемость у этого товара, да, региональное присутствие, время доставки до покупателя и многое-многое-многое другое. Вот алгоритмы все это собирают и, соответственно, исходя из этого, выдают нам позицию по поисковому запросу. Если наша позиция выше, чем позиция наших конкурентов, значит суммарно по всем этим показателям, да, и там по основным в том числе, мы выглядим для алгоритмов поисковой выдачи лучше, потому что Валбересу выгоднее выше показывать те карточки, которые приносят больше прибыли, поэтому, соответственно, он их показывает выше. Точно так же есть поисковые запросы, которые не релевантны нашему товару, то есть они даже могут быть релевантны, но контент нашей карточки не релевантен. О чем я говорю? Давайте найдем где-нибудь здесь такой запрос. Вот смотрите, например, запрос «бра без лямок». Позиций не было. После оптимизации появилась позиция в топ-500. Валберес дал возможность товару показаться покупателям на более-менее, да, какой-то позиции, где его вообще видно. 421 позиция, это, конечно, не фонтан, да, но, тем не менее, там какое-то количество покупателей его увидело. Этот топ конкретный, у него есть лямки, да, этот запрос не релевантен. То есть по этому запросу на другие товары покупатели кликали, переходили, добавляли в корзину. А наш товар здесь был совершенно не кликабельный, скорее всего. Поэтому и с позициями здесь дела плохи. Моя задача какая? Если есть возможность, я должен этот ключевой запрос убрать полностью из карточки. Но в данном конкретном случае слово «лямки» есть внутри моего товара, слово «бра» тоже есть внутри моего товара. Поэтому по этому запросу уже Валберес, то есть сам, да, слепил этот запрос и показал, решил проверить, будет мой товар там продаваться или нет. Или, например, скажем, вот тоже полупустой запрос. Fast бюстгальтер. Честно говоря, даже не знаю, что означает Fast бюстгальтер. Наверное, кто-то из тех, кто смотрит видео, это понимает. Точно так же, да, то есть позиции нет. После оптимизации он дал нам возможность, да, дал шанс, показал какую-то позицию, но тем не менее все равно конверсии там не было никакой, поэтому товар, соответственно, сразу же улетел за топ-500, а возможно, в принципе, из этого ключевого запроса вылетел. Поэтому мы можем анализировать эти поисковые запросы на предмет того, как покупатель находит наш товар.
по каким запросам и сделать акцент на этих запросах. Как мы можем сделать акцент на этих запросах? Существует внутренняя и внешняя реклама, да, дополнительные источники привлечения трафика. Я расскажу вам об одном из способов. Это внутренняя реклама. Подробно разбирать ее не будем, я лишь покажу, как действовать при продвижении по поисковому запросу. Смотрите, я определяю, что у меня есть какой-то пул ключевых запросов, по которым моя карточка имеет хороший CTR, имеет хорошую конверсию. Это, кстати говоря, сейчас уже благодаря Валбересу все можно посмотреть внутри личного кабинета. Мы все это анализируем и выбираем, что, например, запрос топ-бюстгальтер и запрос бра спортивный – это те поисковые запросы, по которым я хочу продвигать свой товар. Я запускаю внутреннюю рекламу или запускаю там любой другой трафик именно по этим поисковым запросам.